Урок 51. Охранять природу значит охранять Родину. Вы научитесь слушать, читать и понимать текст, создавать высказывания по постеру, пересказывать текст по вопросному плану, участвовать в речевой ситуации, высказывать свое мнение. Вспомните, как пишутся предлоги со словами. Упражнение 1. Послушайте отрывок из рассказа Михаила Пришвина «Моя Родина». Определите тему и основную мысль. Для рыбы нужна чистая вода. Будем охранять наши водоемы. В лесах, степях, горах разные ценные животные. Будем охранять наши леса, степи, горы. Рыбе вода, птице воздух, зверю лес, степь, горы, а человеку родина. И охранять природу значит охранять родину. Балыққа таза су керек, сондықтан біз өзендер мен көлдерді қорғауымыз керек. Ормандарда, далаларда, тауларда әртүрлі бағалы жануарлар бар. Сондықтан біз ормандарды, далаларды, тауларды қорғауымыз керек. Балыққа су, құсқа ауа, аңға орман, дала, таулар керек, ал адамға отан керек. Табиғатты қорғау, отанды қорғау деген сөз. Тема охрана природы. Основная мысль. Люди должны беречь природу, потому что она важна для всех живых существ и для человека. Потому что охранять природу значит охранять Родину. Упражнение 2. Рассмотрите постер. Обсудите с одноклассниками правила друзей природы. Напишите в тетради. Суретке мұқият қараймыз. Осы суретке қарап, оқушыларға арналған табиғаттың достарының кеңестерін, ережелерін жазамыз. Правила друзей природы. Табиғаттың жолдастарының ережелері. Нужно сажать деревья и ухаживать за растениями. Нужно кормить птиц и животных. Нужно сортировать мусор. Нужно беречь воду и природу. Табиғатты қорғау керек. Қоқыс тастамау керек. Аңдар мен құстарға тамақ беру керек. Көп өсімдіктер, ағаштар отырғызу керек. Оларды күту керек. Упражнение 3. Продолжите диалог. В нашей стране есть экологическая программа «Таза Казахстан». Как люди ее выполняют? Я считаю, что каждый должен заботиться о своем городе или поселке. Например, не бросать мусор и сажать деревья. По моему мнению, людям нужно беречь природу и поддерживать чистоту. Упражнение 4. Прочитайте рассказ Василия Сухомлинского. Почему он так называется? Стыдно перед Соловушкой. Оля и Лида пошли в лес, устали, сели пообедать. Когда девочки закончили обед, недалеко от них запел соловей. Оля и Лида сидели тихо. Соловей перестал петь. Оля бросила остатки еды и обрывки бумаги под куст, а Лидия завернула все в газету и положила в сумку. «Зачем ты берешь с собой мусор?» — сказала Оля. «Брось под куст, ведь мы в лесу, никто не увидит». «Стыдно перед Соловушкой», — тихо сказала Лида. Мусор қоқыс, стыдно ұят. Оля мен Лида орманға барды, шаршады, отырып тамақтанды. Қыздар тамақтанып болған кезде олардың жанында бұлбұл сайрай бастады. Оля мен Лида тыныш отырды. Бұлбұл ән айтуды тоқтатты. Оля тамақтың қалдықтарын және қағаздың бөліктерін бұтақтың астына лақтырып жіберді. Ал Лида бәрін газетке орап, сөмкесіне салды. «Неге сен қоқысты өзіңмен бірге алып жүрсің?» деді Оля. «Бұтаның астына лақтыра сал, біз ормандамыз ғой, ешкім көрмейді». «Ұят, бұлбұлдың алдында ұят болады» деп
Книжканы жауап берді Лида. Почему рассказ называется так? Рассказ так называется, потому что Лиде стало стыдно мусорить в лесу перед соловьем и природой. Она уважает природу и не хочет ее загрязнять. Упражнение 5. Перескажите рассказ по данному началу и по вопросному плану. Как надо вести себя на природе? Вы знаете, ребята, писатель Сухомлинский говорит об этом так. И постепенно отвечаем на каждый вопрос, и у нас получится пересказ. Куда пошли девочки? Что сделали после трудной дороги? Чье пение услышали девочки? Что сделала Оля? Что сделала Лида? Что сказала Оля? Что ответила Лида? Пересказ. Как надо вести себя на природе? Вы знаете, ребята, писатель Сухомлинский говорит об этом так. Оля и Лида пошли в лес. Они устали и сели обедать. Когда девочки закончили обед, недалеко от них запел соловей. Оля и Лида сидели тихо и слушали его. После обеда Оля бросила остатки еды и бумагу под куст, а Лида завернула мусор в газету и положила в сумку. Оля сказала, что можно бросить мусор под куст, ведь они в лесу, и никто не увидит. Но Лида тихо ответила, что ей стыдно перед соловушкой. Упражнение 6. Продолжите предложение, выскажите свое мнение. Сөйлемді жалғастыр, өз ойыңды айт. По моему мнению, Лиде стыдно, потому что она не хочет загрязнять природу и уважает животных и птиц. Упражнение 7. Вспомните, как пишутся предлоги со словами. Напишите в тетради. Вы знаете, да, что предлоги со словами пишутся раздельно. Жеке жазылады. Сондықтан сөйлемді жаттығуды көшіргенде жақшаны жазбаймыз, предлогтарды жеке жазамыз. Быть в заповеднике, бросила под куст, вышел из-за куста, выбежал из-под гриба, не пошел из-за жары, отправиться в путь, опоздали из-за дождя, выглядывали из-под шапки, пойти на классный час, сделал в апреле, сумка у девочки. И подведем итоги урока. Я узнала, что природу нужно беречь и не мусорить в лесу. Я научилась правильно вести себя на природе. Вспомнила, как пишутся предлоги.